Очередное заседание парламента прошло все еще в государственной резиденции. В этот раз, по сравнению с прошлыми сессиями, после народных волнений в октябре, депутатов стало намного больше. В зале присутствовало более 100 депутатов. На повестке дня первым вопросом рассматривалось избрание нового члена Центральной избирательной комиссии. Однако в начале сессии Канат Исаев подошел к трибуне и заявил об уходе, а также выразил свое мнение относительно изменения системы выборов. Одномандатная система. Я планирую участвовать в досрочных президентских выборах, поэтому решил пойти на такой шаг. Говоря о системе выборов в парламент, то хочу отметить, что мы уже видели, как работает одномандатная система. В 2005 году были такие выборы, и недовольство народа итогами этих выборов привело к революции. Во-вторых, в третьем созыве Джогорку Кенеша не было ни одной женщины. Сегодня в составе партии депутатами могут стать люди, у которых нет денег, но имеющие авторитет в обществе. Если половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, то в этой половине как раз будут одни олигархи. После депутаты внесли новый вопрос в повестку дня – вопрос об избрании спикера. После депутат Джергалбек Турускулов выступил с заявлением, что на пост спикера выдвигают от фракции Республика Таджурт Таланта Мамытова. Далее нардепы рассмотрели кандидатуру Акылбека Сариева на место члена ЦИК от партии «Ноги Прогресс». После рассмотрения кандидатуры Сариева депутаты ушли на перерыв, дабы каждая фракция смогла выдвинуть своего кандидата на пост спикера. Однако всем уже было известно, что на место главы парламента еще как неделю назад претендовал депутат Талант Мамытов. После перерыва стало ясно, что ни одна другая фракция не выдвинула своего кандидата на пост Турагы. В комиссии по избранию спикера и члена ЦИК началось тайное голосование. После подсчетов голосов стало известно, что за Таланта Мамытова проголосовало 100 депутатов и 1 против. Кроме этого, кандидатуру Акылбека Сариева также депутаты поддержали. Отдельно беседуя с журналистами, Мамытов сообщил, что приложит все усилия, чтобы досрочные выборы президента прошли чисто и прозрачно. По его словам, у нынешней власти нет морального права совершать ошибки. Выборы должны состояться, потом референдум, а затем и выборы в парламент. Это наша обязанность – провести выборы открыто и прозрачно, создать одинаковые условия для всех кандидатов, потому что на нас смотрит мировая общественность, народ. Кстати, новоиспеченный спикер в первый же день работы предложил снести ворота Белого дома. По его словам, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Джапаров согласен с ним. У нас не должно быть препятствий с народом, считает Турага. Кроме этого, в конце заседания Талант Мамытов одел на экс-спикеров Каната Исаева и Дастана Джумабекова чапан и колпак. По всей видимости, он заранее готовился к этому моменту, зная, что станет главой Джогорку Кенеша. Между тем, в социальных сетях уже подшучивают, что, возможно, через некоторое время этот же чапан и колпак оденет сам Талант Мамытов. Айдан Атбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.